Мы с вами начинаем очередное занятие школы молодого коммуниста. У нас сегодня тема называться будет «Партия большевиков в революции 1905-1907 годов». Ну или в первой русской революции, как говорят. Так, в этом году, вот в 2025, как раз исполняется 120 лет этой революции. 120 лет назад наша партия участвовала в ней. Ну, я тут немножко напомню предыдущие наши темы, да, вот тут у нас появились новые товарищи. Значит, мы начали историю партии с того, что, ну, я дал общую характеристику марксистского учения о смене формаций, и говорили мы о том, что вот буквально после первобытного общества, как начались эксплуататорские общества, рабовладельческое, феодальное общество, капиталистическое общество. Вот все эти эксплуататорские классовые общества, они связаны с классовой борьбой. Ну и как определили Маркс и Энгельс, вот как раз развитие классовой борьбы, ну как один из моментов, а так в целом-то они определяли развитие материального базиса, да, производительных сил, оно было связано, ну классовая борьба была связана с постепенным формированием, не формированием, а вот именно противостоянием классов. Сначала это были рабовладельцы и рабы, затем были это феодалы и крепостные крестьяне. И значит, вот мы сейчас рассматриваем период капитализма в России. Это был основной классы, которые противостояли друг другу. Это были капиталисты, предприниматели, так, российские, и пролетариат, промышленный пролетариат. Ну, не только промышленный, в России к началу 20 века было 17 миллионов рабочих, но из них, правда, промышленных было 3-4 миллиона, фабрично-заводских. Остальные это были транспортные, горнозаводская, горная промышленность, так, сельскохозяйственный пролетариат. Ну, это имеется в виду батраки и так далее. Вот, и мы говорили с вами, что предыстория создания партии большевиков, нашей партии коммунистической, это были народные восстания на разных этапах войны, начиная чуть не с Киевской Руси. Уже в Киевской Руси народ поднимался на борьбу против киевских князей, там недовольные и так далее. Так? А в период феодализма, он довольно долгий период был, ну, у нас около 1000 лет, в других странах чуть поменьше, в западных имеется в виду, в Западной Европе. Противостояние тоже проявлялось в чем? В крестьянских войнах. Ну, мы там вспоминали, значит, Ивана Болотникова, ну, тоже отчасти его в советской историографии подавали как крестьянская война. Ну, там не совсем так. Иван Болотников, да, это смутное время. Там более сложная картина была. Затем Степан Разин, так. Затем была попытка поднять восстание в период Петра I. Это, так, подождите. Вот восстание было, ну, оно не развернулось, к сожалению, да, вот. И мы говорили в конечном итоге о самой крупной крестьянской войне, это Пугачева. Это эпоха Екатерины II, ну, самое сильное, самое крупное восстание, самая крупная крестьянская война. Ну, и в конечном итоге, значит, к 19 веку, а 19 век в определенной мере называют веком капитализма, так. Ну, у него разные наименования. Вот в 19 веке началась эпоха уже революционных выступлений. Сначала это были декабристы, дворянские революционеры, мы говорили, так? Ну, Ленин вот написал работу «Памяти Герцена», и там у него есть такая классическая формулировка о том, что дворянские революционеры, декабристы, были страшно далеки от народа, вот. Но, как говорится, их дело не пропало. Гром пушек на Сенатской площади, значит, вот разбудил, можно сказать, Герцена, ну или что-то в этом духе, да. Александр Иванович Герцен со своим другом Николаем Огаревым, они такое переходное звено были, они, в общем-то, вели пропаганду, ну, вообще-то Герценом созданная, да, вот эта теория крестьянского социализма, утопическая, в общем-то, теория. Потом ее развивал Николай Гаврилович Чернышевский с Николаем Александровичем Добролюбовым и так далее, да. Но вот эта попытка поднять на восстание крестьян, они считали, что крестьяне это, ну, революционный класс, да, и что с помощью
крестьянской общины, которая ну, была характерна ну, не только для нашей страны, но в нашей стране она там чуть не 1000 лет сохранялась. Вот с помощью этой общины можно было перейти якобы к социализму, минуя капитализм. Вот, кстати, Герцен об этом проповедовал. Он посмотрел, как проявил себя капитализм в Западной Европе, сделал вывод, что такой капитализм нам не нужен, что называется, да. Вот. Ну и как раз Россия стояла на пороге отмены крепостного права, и, значит, вот как раз очень многие направления политической, общественной мысли как раз решали, а куда пойдет Россия дальше. Об этом думали либералы в лице западников-славянофилов, об этом же думали революционные демократы. Вот Александр Иванович Герцен, Николай Георгиевич Чернышевский и их сподвижники. Но они, я говорю, вот заблуждались, потому что они сделали вывод, что можно построить социализм на основе крестьянской общины, ну вот, минуя капитализм. Так? Ну, их ошибки вполне объяснимы. Потом Ленин объяснял, что дело в том, что во времена Герцена и Чернышевского еще не было пролетариата, промышленного пролетариата в таком развитом виде. Да? Он только зарождался. И, конечно, основным классом, который они видели перед собой, это было угнетенное крестьянство. Потом, вот, кстати, из революционных демократов появились народники. Вот Чернышевский, его роман «Что делать?» это как раз он писал как бы для вот тип революционера-народника. Вот, Рахметов. Кто читал этот роман, надо еще раз прочитать, кто не читал, да? Потому что в то время этот роман был настольной книгой революционеров-народников. Но Чернышевский, вы знаете, был арестован, сослан в Сибирь, в конце концов к нам попал, 12 лет у нас тут в ссылке был. Да? Ну, фактически в тюремном заточении, в Вилюйске он сидел 12 лет. Вот. А вернул, ну, уже в пожилом возрасте, больной, он был амнистирован, так? Ну, он после этого, вернувшись на родину, недолго прожил и скончался. А вот дальше народники, сначала они были революционные народники, это народная воля, ну, вернее, сначала это земля и воля, мы говорили, да, потом эта организация раскололась на две части, ну, потому что у них были разные тактики, вот как вести борьбу за революцию, да, за переворот. Одни говорили, что крестьяне это достаточно, ну, действительно, это был забитый, это был безграмотный, значит, очень далекий от политики класс, да? А некоторые говорили, вот такие как Бакунин, анархист, да, он говорил, что крестьянство это стихийный бунтарь, стоит только поднять клич, как Степан Разин или Емельян Пугачев, да, и крестьяне поднимутся на стихийный бунт. Мол, они всегда бунтари по своей натуре. Ну и было направление еще Ткачева. Ну да, вот пропагандистское направление. Одни считали, да, что крестьяне, так, выключи только. Крестьяне, они, значит, ну, являясь отсталым классом и так далее, безграмотным, его надо готовить, заниматься пропагандой, агитацией. Это направление проповедовал черный передел, вот одна из частей бывшей земли и воли, да, а другая часть, народная воля, ну, она встала в определенной мере потом на позиции третьего направления, это заговорческое. Заговорческое это, значит, направление, как мы говорили, которое стояло за террор, ну, значит, народновольцы, например, считали, тоже ошибочно, как и Ткачев, их теоретик, да, что у царя нет прочной социальной базы, что вот можно свергнуть царя, но они, видимо, вспоминали дворцовые перевороты разные там и так далее, да, попытку декабристов тоже сместить царя, убить его там в конце концов, да, и на этом можно провести верхушечный переворот какой-то. Вот они тоже считали так. И они в конце концов перешли к террору, ну террор ни к чему не дал, как говорится, результаты, на которые они рассчитывали. То есть революционеры были фактически все потом арестованы, народовольцы, они убили царя Александра II, но это не помогло. Это ну, на какой-то момент в стране, конечно, было введено чрезвычайное положение. Ну, правда, оно потом продлевалось до 17 года. Был некий шок, конечно, да, ну, в верхах после убийства царя. Но он довольно быстро пришел к власти его сын Александр III, начал закручивать гайки.
Ну и в конечном итоге народовольцы как организация будут полностью уничтожены к 1886 году, мы говорили. Ну и, наконец, вот мы говорили на предыдущих занятиях о том, как зародилось рабочее движение, так, и параллельно стали зарождаться марксистские кружки. Ну, первой марксистской организацией, то есть первыми революционерами, которые овладели марксизмом за рубежом, и потом, значит, переводили на русский язык произведения Маркса и Энгельса, это была группа освобождения труда во главе с Георгием Валентиновичем Плехановым. Ну, Георгий Валентинович Плеханов когда-то вот состоял в черном переделе, потом часть этого черного передела, она тоже там разгромлена была, уехали за границу, создали группу освобождения труда. Вот Плеханов был первым, он является первым марксистом в России, потому что, ну, Плеханов, Аксельрод, Засулич, там и другие, да, вот, Воронцов, по-моему. В общем, они ближе познакомились с марксизмом. Ну, марксистские труды тогда они читали на иностранных языках, на русском языке это не было, да? Вот, и они вникли, вошли в эту теорию. И потом стали переводить труды Маркса и Энгельса, распространять их в России. А в это же время, ну, вот благодаря этой работе, ну, а также благодаря распространению марксизма уже по всей Европе, в том числе и в России, так, зародились кружки, мы говорили, марксистские кружки. Вот Ленин, молодой Ленин, Владимир Ильич, да, будучи еще студентом, ну как студентом он практически не был долго, да, он был на первом курсе, мы говорим, исключен за то, что он участвовал в стачке студентов против произвола полиции университета, да. Ну, Ленин молодой, вот после того, как он был там исключен из университета, он участвовал в ряде марксистских кружков в Поволжье, мы говорили, да, который организовал вот эти ряд кружков в городах Поволжья, это Самара, Казань, Нижний Новгород там, и так далее. Вот был такой очень тоже талантливый молодой марксист Николай Евграфович Федосеев. Вот в одном из кружков работал у него Ленин. Потом Ленин сам свой кружок в Самаре даже пытался, ну, создал, наверное, скорее всего. Ленин, вы знаете, по образованию, вот он закончил с отличием гимназию, хотел учиться на юридическом факультете Казанского университета, но был исключен за революционное выступление, да, и затем экстерном сдал экзамены за юридический факультет, скажем, да, весь курс, все вот экзамены экстерном сдал, то есть он фактически подготовился, поехал в Петербург и там сдал сразу эти экзамены, очень хорошо сдал, получил чуть не первый диплом. И потом какое-то время работал помощником адвоката, мы бы сейчас сказали. Ну тогда адвокатов называли присяжный поверенный. Вот он был помощником присяжного поверенного в Самарском суде. Ну где-то 6 дел провел, говорят, да. Были удачные, не очень удачные, может быть, так. Но потом Ленин уже, войдя очень серьезно уже вот в традиционную работу, он решил переехать в Петербург и уйти с официальной работы юристом. Вот в Петербурге я не помню, он там, может быть, первое время тоже где-то устроился работать по юридической линии. Ну, в целом, в Петербурге в 1893 году, ему 23 года, он уже был очень хорошо подготовлен, знаком очень хорошо с марксистской теорией, да, и он начал работать там в кружках в Петербурге. Ну, его сразу там заметили, потому что он выделялся, он действительно очень подготовленный был, да, теоретически, и хороший организатор был. Ленин. Вот эти две черты его отметили. И вскоре он там стал лидером, мы говорили, да, среди петербургских марксистских кружков. Ну, кружки были отдельно, вы знаете, и в Поволжье, и в Петербурге, еще где-то кружки эти были отдельно, они развивались узко, кустарно, замкнуто, да, а рабочее движение развивалось отдельно. То есть рабочие в это время объединения возникли на юге, в Петербурге, рабочие организации, союзы разные и так далее, да. Вот. И они, эти рабочие организации, вели борьбу, ну, в основном стачечную борьбу за свои права. И вот надо было, Ленин поставил сразу, когда приехал в Петербург, когда он там освоился, он сразу поставил задачу перед марксистами, что надо марксизм объединить с рабочим движением. И он еще уже тогда молодым ставил задачу, что вот эти все кружки надо объединить, создать марксистскую партию. Но ему что удалось? В 1895 году он создал объединение петербургских марксистских кружков, всех объединил их и назвали эту организацию «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Да? Вот. Кстати, такое название потом стали
принимать многие объединения в других городах, в Москве там, и в других городах, тоже так стали называться союзами борьбы. Но Ленин не успев создать, уже вот эти кружки начали работать на заводах, ну, не кружки, вот этот даже союз, да, борьбы, начали работать на заводах, вести какую-то пропагандистскую работу, так, агитационную работу, готовили, стачки даже провели некоторые. Полиция и власть забеспокоилась, и, в общем-то, знаете, полиция тогда действовала, ну, у них много всяких шпиков и прочее. Они выявили, что есть такая организация, и вот верхушку арестовали. Поэтому Ленин уже в 1895 году, не успев создать вот этот союз борьбы, он вскоре был арестован в конце года. И, значит, после этого где-то год с лишним он сидел в тюрьме Петропавловской крепости. Там написал ряд работ, в том числе «Что делать?». «Что делать?», да, это труд, в котором он, значит, разрабатывал план, как можно создать партию. План, программу, там, видимо, устав какой-то, устав партии какой-то разрабатывал уже и так далее. Он был осужден и сослан в Шушинское, в Восточную Сибирь, Красноярский край, да, на 3 года. Это 1897-1900 год. Ну, 3 года он находился вот в ссылке, туда приехала Надежда Крупская, они поженились. Вот. И с тех пор вот до конца дней, значит, они прошли вдвоем, помогая друг другу. Ну, в основном Крупская, конечно, помогала Владимиру Ленину. Вот. И находясь в ссылке, он тоже не терял время, писал работы, в частности, и книгу даже подготовил «Развитие капитализма в России». Ну, это вот такой довольно крупный труд, один из первых, может быть, который давал анализ развития капиталистических отношений, капиталистического рынка, в частности, в России. Да? И там же он узнал, что в Минске в 1898 году, то есть через год его ссылки, он узнал, что в Минске был созван первый съезд, а он уже готовил, вот, почву готовил Ленин в какой-то мере в Петербурге. Так? И этот съезд в Минске, ну, к сожалению, был очень малочислен, 9 человек собралось. Так? И они, единственное, что смогли сделать, это выпустить манифест о том, что возникла такая партия, Российская социал-демократическая рабочая партия, РСДРП. И они избрали ЦК из 3 человек. Но, к сожалению, вот этот съезд не создал. Он формально объявил о создании партии, но фактически он ее не создал. То есть программы не было принято, устава не было принято. Так? Вот. И в целом организационно еще этот съезд не объединил большую часть этих кружков, организаций разных, да, по городам. Ну, часть кружков, 5-6 городов там объединилось только. Но вот это объявление, значит, о том, что создана социал-демократическая партия, оно было очень с воодушевлением, мы говорили, было воспринято всем рабочим классом, и Владимир Ильич Ленин тоже признал, что он является, он себя объявил, что я член с этого времени, член вот, Российской социал-демократической рабочей партии. Ну, Ленин понимал, что партия еще фактически не создана, и вот он готовил там план создания партии с помощью газеты. Вот. Ну, не знаю, отталкивался он, ну, скорее всего, может быть, и от Маркса и Энгельса, они ведь тоже там были корреспондентами, всякие газеты возглавляли, вот. Рейнские газеты там, да, вот. Поэтому Ленин потом сделает вывод, да, что газета это не только коллективный пропагандист, агитатор, но и коллективный организатор. Вот с помощью газеты он попытался создать партию, и у него получилось. Ну, смотрите, он там план подготовил, а вот когда, значит, ссылка закончилась, он объехал ряд городов, подготовил, ну, что называется, базу, почву агентов «Искры» и уехал за границу. Потому что в России невозможно было, конечно, издавать газету, потому что обстановка для революционеров была очень суровой. Газета начала выходить в Германии, в Мюнхене с 1901 года, с декабря месяца. Называлась «Искра». Ну, Ленин специально назвал так, отталкиваясь от декабристов. Помните стихотворение Адоевского, который ответил Пушкину на его стихотворение, да? Что во глубине сибирских рук писал, да, в свое время Пушкин. Храните гордое терпение, не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление. Вот сейчас фильм прошел, да, про Пушкина, тоже неплохой, в принципе, фильм, ну, правда, там, конечно, всякие нюансы, вот, но все равно, значит, смотрите, а Адоевский ответил, что наш скорбный труд не пропадет, из искры возгорится пламя, и православный наш народ
сберется у святого знамя. Вот так он ответил, Адольский, да. И Ленин, ну, и это тоже было широко известно, и вот Ленин взял эту вот фразу «из искры возгорится пламя», да, и назвал газету «Искра». Ну, действительно, «Искра», 72 номера, она была большевистской. Ну, или ленинской, скажем, тогда еще большевиков не было. Ленинской такой, так. А вот с 72 года ее перехватили меньшевики, и потом она будет в руках меньшевиков, ну, и фактически потом сойдет на нет. Это уже будет после второго съезда. Вот благодаря этой газете Ленину удалось, ну, с 900-го, там, с 901-го, за год где-то, год с небольшим, объединить почти все марксистские организации, кружки в России и провести второй съезд сначала в Брюсселе, потом в Лондоне проводили его. Вот второй съезд в 1903 году. В 1903 году, в июле-августе 1903 года. Фактически на этом съезде была создана большевистская партия. Ну, вообще партия РСДРП была создана, так? Был принята программа, устав, избраны центральные органы, ЦК, центральный орган, да, вот. Там даже совет партии, по-моему, был избран. В общем, все вот эти вот необходимые атрибуты партии были тогда созданы. Об этом мы записывали, да. Вот. Программа состояла из двух частей. Программа «Минимум» и программа «Максимум». Сейчас мы по программе «Минимум» пройдемся, да, Первой русской революции. Так. А максимум, значит, минимум – это победа буржуазно-демократической революции. Ну, там цель стояла такая – свержение царя и уничтожение крепостнических порядков. То есть помещичье землевладение ликвидировать, землю передать крестьянам. Но это была бы еще буржуазная революция, ну или демократическая, как иногда ее называют. Так? Вот. А программа «Максимум» – это уже социалистическая революция. Вот. И был принят устав, но, к сожалению, на этом съезде первый параграф устава, вот, от которого, кстати, меньшевики, они выиграли, да? Ну, меньшевики потом будут называться. Там были две формулировки – Ленина и Мартова. У Ленина более строгая, вот сейчас она у нас во всех уставах. Можно сейчас взять, прочитать, кто может быть членом партии. Вот у Ленина там, в чем, значит, он говорил, ну вот, конечно, там, человек 18 лет, там, да, вот, помогающий материально партии, так, и участвующий, ну, конечно, признающий цели и задачи партии, да, программу признающий, и участвующий в работе одной из организаций партии. Ленин вот на этом настаивал. А у Мартова было более расплывчато. Он тоже говорил, что да, в партию могут вступить там, скажем, с определенного возраста, которые признают программу, цели партии и так далее, да, помогают материально. И, как там было у него так немножко расплывчато, по мере возможности, что ли, помогающей партии, что-то вот так. Очень расплывчато. Да? Ну, кстати, вот говорят, с этого параграфа и пошел оппортунизм меньшевиков, и потом они вообще стали крутыми оппортунистами. А все началось вот с первого параграфа. Ленина формулировку, к сожалению, тогда не поддержали. Большинство поддержали Мартова. Да? Вот, формулировку. А потом ее на третьем съезде только, на следующем съезде, все-таки эту формулировку уберут мартовскую, поставят ленинскую. И тогда партия уже будет, конечно, это первый параграф очень важный. Вот. И, значит, почему партия, вот созданная, ну, РСДРП, ну, формально уже тогда поделилась, тогда они еще не разделились, да, но как бы два таких течения возникло, или две группы, да, большевики и меньшевики. Потому что по выборам в ЦК и в центральный орган, то есть в печатную газету, да, вот в «Искру», победили эти сторонники Ленина. Вот большинство были на стороне Ленина, и, значит, его сторонники вошли в эти органы. Поэтому их называли большевиками потом. А вот те, кто получили меньшинство в этих органах, ну, там во главе с Мартовым и так далее, они стали называться меньшевиками. Вот на этом мы как бы в прошлый раз остановились. Ну, значит, большое значение этого съезда в том, что вот потом Ленин писал, что большевизм, ну, как вот революционное марксистское направление партии. Потому что оппортунисты, меньшевики, они стояли, как и западные партии, западноевропейские, на реформистских позициях. Они стояли против революции, вообще-то, в конечном итоге. Да? А вот, значит, ленинская партия вот, большевиков, она будет партией нового типа. Почему нового типа? Потому что на Западе, вот там, смотрите, там был первый интернационал, я тоже раньше говорил, да, Марксом созданный в 1964 году. Но он потом был распущен.
ввиду того, что партии окрепли во всех странах, и, значит, вот эта единая организация. Но, правда, Фридрих Энгельс в 1889 году создал второй интернационал. Он до 95 года жил, 75 лет прожил, Маркс прожил 65 лет, Энгельс его на 10 лет больше. И вот второй интернационал, пока был жив Энгельс, он сохранял еще какое-то вот это вот традиционное начало, да, интернационализм там, и так далее. А потом, когда Энгельс умер в 95 году, значит, власть захватили там, ну, в основном это германские социалисты и так далее, в этом стали преобладать, а они перешли на реформистские позиции, они отошли от революции, они пошли на соглашение, можно сказать, с буржуазией. И вот у нас меньшевики были в этом подобие вот этих партий западноевропейских. А большевики это новая партия, нового типа, не новая партия, а нового типа. Ну, новую, потому что Ленин, хорошо зная идеи Маркса и Энгельса, он стал четко на революционной позиции, что партия большевиков будет бороться за власть, причем вооруженным путем, с помощью восстания, революции, и будет вести дело к диктатуре пролетариата, меньшевики это все отрицали, да, и в конечном итоге будут строить новое общество, социализм. А меньшевики, они, в общем-то, ну, и потом у Ленина, вот сейчас мы будем говорить о первой русской революции, да, оказывается, Маркс в свое время говорил, что от буржуазно-демократической революции, от буржуазной, да, можно довольно быстро перейти к социалистической. Почему? Потому что если эти страны созрели, вот западные страны особенно, там очень высокоразвитое производство, очень развитый, ну, относительно развитый, значит, промышленный пролетариат, сознательный, грамотный и так далее, так, что там можно перейти от одной фазы к другой сразу. Ну, Ленин фактически это развил. Вот у него потом будет теория революции, вот, сейчас мы теорию партии рассмотрим, да, вот его работе. И смотрите, вот, а меньшевики, вот они тянули партию, можно сказать, к разброду, к шатанию, в какой-то мере назад, вспять, к кустарщине, к кружковщине, не хотели создать единую, централизованную, революционную, дисциплинированную партию. Вот. И вот смотрите, после того, как съезд прошел, меньшевики в лице Мартова, Троцкого, Аксельрода создали, ну и их сторонников создали группу, ну, меньшевиков, да, которые стали выступать против решений второго съезда. Да? Вот. В общем, они вели дело, как Мартов говорил, мы начали вооруженную, ну, вернее, не вооруженную, начали борьбу с ленинизмом, так, Мартов. Они хотели захватить руководство в партии. Ну, и потом, знаете, и поведут дело в определенной мере к расколу. Вот дальше мы будем говорить, смотрите, и, значит, они выступали вот с позиции, значит, не революционных, а реформистских партий. Видимо, вот, приводили в пример германскую социал-демократию, там, французскую и другая, а там все реформистские партии были. Значит, для того, чтобы дать отпор, да, и говорят, почему эти меньшевики еще получили такое, что ли, влияние, потому что Плеханов, который колебался, он вообще такую примиренческую позицию занял. Оказывается, на втором съезде он поддерживал Ленина. А после съезда он начал говорить о том, что вот, чтобы не было расколов в партии, надо пойти навстречу вот этим меньшевикам, надо как-то примириться и так далее. Да? Вот такую позицию занял Плеханов. В конце концов, он, как говорил Ленин, да, если сдаешь позиции принципиальные, то в конечном итоге ты проигрываешь, выигрывают меньшевики. И вот Плеханов повел дело в эту сторону. Потом станет крутым, ярым меньшевиком сам Плеханов. Вот. И вот, значит, Ленин для того, чтобы дать отпор меньшевикам, он написал работу «Шаг вперед, два шага назад». Это вот как раз как бы характеристика, написанная в 1904 году, ну, вскоре после второго съезда. Второй съезд в 1993 году, а в 1994 вышел. И вот здесь, смотрите, ну, Ленин тут действительно сказал новое слово, вот он разработал теоретически, какой должна быть партия нового типа вообще, да? Вот. Марксистское учение о партии вот, получило в этой книге дальнейшее развитие. Какие моменты выделял Ленин? Вот сейчас мы на этом коротко остановимся. Значит, во-первых, он говорил, что марксистская партия есть часть рабочего класса, его передовой отряд. А меньшевики что говорят? Ну, вот
он на это значит, нацеливал, что партия – это авангард рабочего класса, это самая сознательная, самая опытная, самая, как говорится, знакомая с марксизмом часть рабочих. Потому что рабочие были, к сожалению, неоднородны. Рабочие были более развитые, да, более продвинутые, скажем, да, потомственные рабочие там были. И было много очень новых рабочих из разорившихся крестьян, ремесленников приходили. А они приносили с собой вот эту мелкобуржуазную стихию, мелкобуржуазные взгляды всякие. А вот в противовес Ленину, или вернее, вот Ленин критиковал меньшевиков за что? За то, что они пытались партию смешать со всем классом. Они говорили так: каждый стачечник может считать себя членом партии. Ну так на стачку приходят там тысячи людей и так далее. Там приходят и сознательные, и очень такие опытные рабочие, да, и приходят очень отсталые. И если всех записывать в партию, говорил Ленин, то это фактически идти на поводу у отсталой части, их же больше, отсталая часть, да, и фактически это переходить в лагерь оппортунизма. Второе. Он говорил, что партия – это не только передовой отряд, да, рабочего класса, но и организованный отряд. Вот, кстати, у Ленина есть такая очень хорошая формула, да, формула он там говорил о том, что у пролетариата нет иного оружия в борьбе за власть, кроме организации. Так? Ну, действительно, если ну, партия – это организованная часть, да, потому что, ну, за всех рабочих не говорим, они же все-таки достаточно стихийная такая масса, да, а вот партия должна быть организованной, так? Только тогда она может выполнить роль передового отряда. Вот. А если она будет раздроблена и так далее, вот, да, все будут считать себя членами партии, то никакой организации не будет. Он говорил так, что ну, вот эта партия должна быть спаяна единством воли, единством действий, единством дисциплины. Но он говорил так: для единства действий пролетариату необходимо единство воли, а единство воли немыслимо без организации. То есть партия – это сознательный отряд рабочего класса, да? Это олицетворение его организованности. Самая организованная, самая, как говорит, не только передовая, самая организованная часть рабочего класса. Ну, вы сами понимаете, да, вот у нас сейчас устав и так далее, там все четко сказано, что по каким принципам мы живем и как мы должны действовать. Если партия была неорганизованной, от нее было бы мало толку. Вот об этом говорили меньшевики, да? А, они там, знаете еще что, вот, они там, меньшевики-то, они же выражали отчасти, значит, эти мировоззрения интеллигенции. И вот они говорили, что интеллигенты, вот организации и так далее, вы отпугиваете интеллигенцию, что они не хотят там подчиняться партийной дисциплине там, и так далее, да, вот. Поэтому, а Ленин говорил, что партии не нужны вот всякие индивидуалистические настроенные люди. Интеллигенты, они каждый за себя там, это такая мелкобуржуазная, в общем-то, психология. Так, теперь, так, вот. Ну и борьба без организации, я говорю, бороться за власть было практически невозможно. Третье, что он выделял, да, в своем труде, он говорил о том, что партия будет крепко и сплоченной организацией лишь при условии построения ее на начало централизма. Ну, принцип централизма означает построение и работу партии на основе единого устава, руководство ею да, партии из единого центра, которым является, а единым центром что является для партии? Это съезд партии, как высший орган, а между съездами центральный комитет. В общем, централизм подразумевает, что меньшинство подчиняется большинству. Низшие организации подчиняются высшим. То есть, ну, в определенной мере, это, конечно, армейский принцип, но он правильный, потому что без централизации, так, у нас будет очень... Это, знаете, вот он там, и меньшевики, они не хотели подчиняться централизму, говорили, что это вот бюрократия, это формализм, это там чуть не крепостничество, да, вот. Потому что они тянули к старой в форме, когда были разные кружки, разные организации по разным городам, они никому не подчинялись, варились в своем соку там, или имели свои, да. А сейчас надо было создать единую партию, и без централизма это было невозможно. Так, еще что, вот в этом же ключе сказано, что
марксистской партии присущ демократизм. Так? Ну, демократизм в том плане, да, у нас же демократический централизм, главный принцип. Вот демократизм. Демократизм подразумевает, что все члены партии имеют право участвовать в обсуждении любых вопросов, быть избранными и выбрать любого на любой пост, отозвать могут, там, критиковать кого, ну, до определенного времени, да, пока не принято общее решение. И еще, значит, демократизм подразумевает не только выборность органов, но и их отчетность. Ну, говорил Ленин, что раньше это были, у нас партия это была из разных кружков конспиративных. Вот этот принцип было сложно проводить. Но он говорил, наступят времена, когда принцип демократического централизма будет четко выполняться. То есть, когда все вот... Ну, в период первой революции, кстати, там на какой-то период, не сразу, вот когда потом революция потерпит поражение, ее опять загонят в подполье фактически, да, а на какое-то время, когда царизм проигрывал, и, значит, вот в 1905 году появился, в конце года, царский манифест об объявлении политических свобод, политических партий, профсоюзы, да, вот там какое-то время все партии работали легально, вот тогда можно было применять вот этот принцип демократического централизма. То есть все могли участвовать во всех собраниях, там, и так далее, выбирать, отчеты слушать. Вот. И в то же время централизм. Но вот товарищ Неустроев, наверное, знает еще, да, что такое демократический централизм. То есть вот демократизм-то подразумевает вот, участие всех членов партии во всех делах, во всех собраниях, да, в обсуждении любых вопросов. Демократизм подразумевает критику и самокритику, да? Но потом, когда принимается решение, большинство, ну, иногда меньшинство против, да, но большинство принимает какое-то решение. И это решение является уже неукоснительно, ну, оно подлежит выполнению. В этом состоит централизм. Если этого не будет, то, как говорится, без этого, без централизма партия тоже не может, без руководства. Вообще Ленин говорил о том, что вот что у нас авторитет идей, который был до этого, он переходит в авторитет власти, подчинение партийных инстанций, ну, низших, более высшим. А раньше только идеям как бы подчинялись, идейное такое построение было, а сейчас организационное уже. Теперь что еще? 4-й пункт. Вот он говорил, что единая централизованная партия немыслима без дисциплины. Вот организация и дисциплина тесно связаны между собой. Крепкая организация невозможна без строгой дисциплины. Ну и тут как раз, вот смотрите, опять возвращаясь к демократическому централизму. Свобода обсуждения есть и критики, да? Но когда принято решение, наступает единство действия. Все должны действовать как один организм. И вот это подразумевает дисциплину, партийную дисциплину. Если этого не будут придерживаться члены партии, то партия будет, конечно, очень шаткой, валкой, в общем, нестойкой. Без дисциплины нельзя. Так, а меньшевики, они вот все это критиковали, ну, считая, что это вот определенное какое-то закабаление идет там, да, вот, со стороны центра там, допустим. И они говорили даже так, что дисциплина, она не для всех. Вот для рядовых, да, это жестко должны выполнять, а лидеры могут не подчиняться, там, могут спорить, могут не выполнять. Но Ленин сказал, нет, так дело не пойдет. Дисциплина для всех едина. Иначе будет угроза единству партии. Так, теперь, дальше, значит, 5-й пункт, да? 5-й пункт, ну, во-первых, партия всегда должна бороться за умножение и упрочение связи с беспартийными массами. Да? Вот она крепнет, ее связи с массами множатся, если в ней осуществляется внутрипартийная демократия и самокритика. Опять вот возвращаемся к этому моменту, да? Вот. Ну, как раз опять возвращаемся к тому, что все члены партии, ну, не только могут, но и должны, по идее, должны активно участвовать в обсуждении важнейших вопросов партийной жизни и работать, конечно, на партию. Вот.
Так. И вот, ну, а когда партия уже действует, ну, то, что он там вот на собраниях, на съездах принимает решения, это одно, это чисто партийное дело, да. А потом, когда она начинает действовать, то тут уже партия должна привлекать непартийные массы. Чем шире, тем лучше. Вот. Так, теперь, ну, насчет самокритики он говорил тут, да, что работа самокритики и беспощадного разоблачения собственных минусов – это важнейший способ преодоления недостатков. Если мы от этого отойдем, будем себя считать идеальными, да, то далеко не продвинемся. 6-й пункт вот в этой работе, что он говорил о партии. Да? Марксистская партия есть высшая форма классовой организации пролетариата. Высшая форма. Ну, видите, вот меньшевики стирали грань между партией и рабочим классом, вообще не видя там разницы, да, это плохо. С другой стороны, значит, есть вот, ну, высшая форма классовой организации, потому что, во-первых, ну, я вам говорил, да, рабочий класс неоднороден, есть более развитая часть, менее развитая, отсталые слои какие-то, да, и вот из этой более развитой, более передовой части рабочего класса выбирают, или там действительно, да, это самое, принимают в партию, тоже не всех, вот, ну, и партия является вот высшим, действительно это высший такой отряд, высшая форма организации рабочего класса, на которую должны остальные рабочие равняться. А вот, значит, меньшевики говорили, ну, все могут быть там членами партии, вот пришел на стачку, и ты уже член партии. Это тянет назад, наоборот, более отсталым. Потому что отсталых, конечно, больше, менее развитых рабочих. Они, это как потом Ленин будет говорить, буржуазная стихия, даже в рабочем классе, она захлестывает иногда. И вот если партия попадет под эту стихию, то вот, считай, пропала, да. Вот. И еще, значит, что тут говорили? Ну, он говорил так, что вот более отсталые, что ли, слои рабочего класса, они могут объединяться, но профсоюзные организации. Вот по своему профессионализму, по профессиональному признаку, они могут объединяться в профсоюзы. Профсоюзы, ну, не настолько, как говорится, ну, не то, что не настолько организованная, но это более такая демократическая форма, которая, конечно, вот, кстати, меньшевики считали, что профсоюзы, ну, не играют большой роли, а большевики нет, говорили, что за профсоюзы надо бороться. Помните, потом у Ленина будет выражение, профсоюзы – это школа коммунизма, да? Вот. Так что основная масса рабочих, ну тоже, может, не все, да, вступают в профсоюзы. Вот, кстати, первая революция дала такое право, создание профсоюза. До этого они подпольно существовали, и вообще их было мало. А потом 600 с лишним профсоюзов возникнет в стране. Ну, это разные специальности. В каждой специальности свой профсоюз. Но в партию берут только наиболее передовую, наиболее сознательную часть. Новым словом марксистской теории, да, против которого выступали меньшевики, и выступали, между прочим, западные европейские партии. Они все против выступали, что такое партия, слишком партия у вас там это, да. А на самом деле вот все эти пункты, что партия это передовой отряд, да, что это организованный отряд, что это, как говорится, отряд сознательный, да, что это отряд дисциплинированный, да, что партия подчиняется принципу демократического централизма, и что, наконец, партия, конечно, ну, она внутри себя демократию тоже и самокритику развивает, да? И особенно вот когда она выходит на практические действия, она должна объединять широкие массы народа. Ну и партия это высшая форма, конечно, высшая форма классовой организации. Так. Не только идейное объединение, да, принципами марксизма, но и закрепление их материальным единством организации, сплачивающей миллионы трудящихся, превращает армию рабочего класса, значит, в высшую силу, да, перед которой, ну, такую армию, перед которой не устоит не одряхлевшая власть русского самодержавия, но это же пережиток феодализма, не дряхлеющая власть международного капитала. Даже вот тогда я говорил, что организованно. Ну, это, знаете, я вас просто возвращаю к известному принципу Маркса и Энгельса, да, который они ввели еще там
чуть не в молодости. Вот он же впервые прозвучал, да, в молодости же, в манифесте коммунистической партии. Что там, чем заканчивается вот этот манифест? Он заканчивается, что рабочим нечего терять, кроме своих цепей, так, приобретут же они весь мир. И дальше что сказано? Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Пролетарии всех стран соединять – это организация. Вот если рабочий класс всего мира объединился, а его же большинство в мире, капиталисты меньшинство составляют, так? Вот. А если вот, ну, до сих пор эта задача стоит у нас, и в нашем, как говорится, отечественном масштабе и в мировом масштабе. Если мы объединим, ну, а объединяются, кстати, вот все рабочие организации через партии. Вот у нас было столетие Октябрьской революции, да, и так далее. Приехало очень много. Вот в этом году тоже 80 лет Победы, там тоже, по-моему, приедут, да. У нас все-таки вот эта работа продолжается. Ну, мы и в стране пытаемся объединить. Сейчас вот тем более форма позволяет, вы знаете, да? Вот интернет и так далее. Сейчас вот онлайн-конференции проводим периодически, а это на всю страну сразу. Раньше такого же не могли при Ленине быть. Только через газету там. Если газету прочитает, тогда это уже... А сейчас вот вышли, как говорится, в интернет, и вся страна перед вами. И ЦК сидит во главе с Зюгановым, да? Вот так. И, как говорится, ставят задачи конкретно, прямо отчитываются места, все видят, как работают люди и так далее. Вот это сейчас облегчает. Вот эти вот современные технологии, они облегчают это, между прочим, объединение. Они облегчают. Сейчас можно же эти онлайн проводить чуть не в мировом масштабе уже, там, объединяя несколько стран, конференций. Ну, пока, конечно, не проводят там, но тем не менее. Так, теперь. Это вот было им написано в 1904 году. Почему, кстати, почему рабочие организации требовали, что надо дать отпор меньшевикам? Да потому что в России назревала народная революция. Вот я вам как-то говорил, что да, революции буржуазные начались в Голландии, Англии, потом во Франции знаменитая французская революция, да, прошла. Как бы Западная Европа была впереди. Потом это переместилось к середине 20 века в Германию в какой-то мере там, да, вот, более восточные страны Европы, так, а потом революционная волна перешла в Россию. Почему? Потому что во всех странах там все-таки эти капиталисты за счет грабежа человечества, в том числе и России, кстати, капиталисты сумели какими-то подачками вот рабочий класс, ну, несколько притупить его классовую ненависть там и так далее, да. И вот они реформами там всяко разно пытаются этих рабочих обмануть. И на Западе они там, ну, перешли, вот я говорю, партии-то перешли на реформистские позиции, что вот здесь с капиталистами можно жить, можно реформами улучшить нашу жизнь и так далее. А вот в России 4 группы противоречий. Нет, противоречий там 4 или 5 и так далее. 4 уклада было. Вот наша страна, она была уникальная, вот там об этом тоже где-то сказано, о том, что в определенной мере в тот период, в начале 20 века, Россия представляла собой, да, вот, в какой-то мере вот этот сгусток или, ну, объединение разных, противоречий разных континентов и стран. Вот все они в России сошлись. Западные вот эти противоречия там, между трудом и капиталом, да, и так далее. Восточные тоже сошлись, потому что на Востоке в основном зависимые колониальные страны, они борются за независимость, а у нас колонии были внутренние. Вот наши окраины, да, они, конечно, тоже переживали национальное угнетение в определенной мере, как бы там ни говорили. Вот. Было же такое выражение: Россия, тюрьма народов, да, царская Россия. Ну, в определенной мере так было, конечно, так. И это самое, потому что они не давали никому никаких государственности никакой. Вот там при Александре Третьем, да и при Николае II в определенной мере преследовалось национальное развитие. Вот. Сталкивали национальности между собой. Там, вот. Ну, например, еврейский вопрос, там, да, погромы евреев, значит, азербайджанцы и армяне тоже это специально там столкнули. И вот они с тех пор до сих пор там не любят друг друга. Ну и другие всякие моменты. Вот, когда обостряется обстановка, всегда везде же ищут врагов, каких-то виновников и так далее. Вот в начале 20 века, я вам там говорил, что Россия вступила на путь капитализма, да,
после отмены крепостного права в 1861 году. И довольно быстро прошла вот этот этап капитализма. Сначала дикий капитализм, ну, домонополистический, конкурентоспособный такой, да, вот, конкурентный как бы был. И этот этап она довольно быстро прошла, 30-40 лет, и она вступила. Другие страны долго проходили этот этап, 100 и больше лет там, да, а у нас очень все сжато проходило. Потому что Европа очень, ну, быстрее нас развивалась, и она вышла на стадию империализма. А это высшая и последняя стадия капитализма, как писал Ленин. Да? И вот эта вот форма, или вот этот, как говорится, этап, империализм, он стал присущ и России. Хотя она вроде бы отсталая была страной по сравнению с западноевропейскими. Да? Ну, вот в промышленности очень быстро шли изменения. И еще, значит, мы там говорили о мировом кризисе. Вот первый мировой кризис экономический для всей капиталистической системы, он произошел в 1900-1903 годах. А этот капитализм, вернее, этот мировой кризис, часто мы знаем, что эти кризисы периодически повторяются тут, да? Вот этот мировой кризис, он был довольно такой существенный, он разорил многие малые и средние предприятия, как бы сейчас сказали, малый и средний бизнес. Очень сильно пострадал и городские, ну и, конечно, началась безработица и так далее, да, закрываются предприятия. А с другой стороны, что такое империализм? Это монополии, это господство монополий. А монополии – это объединение крупных предприятий. Они объединяются, ставят монопольно высокую цену. Сейчас тоже монополия у нас, между прочим, на дворе. Вот. Почему мы очень трудно бороться? Ну, цены растут, а мы не можем их никак. Правительство обращаемся и так далее. А те, видимо, это... Те, видимо, все-таки говорят, что мы ничего не можем сделать, это частные предприятия. Вот они назначают вам такую зарплату или такие-то, как говорится, цены на продукты. А мы что можем сделать? Это частные. Вот они сейчас все кивают на частную собственность. Частная собственность. Так, теперь, значит, вот и ввиду того, что в стране нарастало противостояние между трудом и капиталом, то есть между рабочим классом и капиталистами, между помещиками и крестьянами, между народом и самодержавием в целом нарастало так, между кулаками и беднейшим крестьянством, между прочим, говорят, у нас тоже были высокооплачиваемые рабочие и низкооплачиваемые, тоже не любили друг друга. Так? И между национальностями и русским центром, можно сказать, потому что вот это вот, все эти противоречия очень резко нарастали, еще кризис же подтолкнул. И, значит, в городе рабочие бастуют на промышленном предприятии, а на селе начинаются крестьянские волнения, бунты и так далее. Все шло к народной революции. И вот поэтому, значит, Ленин тоже отчасти это предвидел, видимо, торопился с созданием партии, большевистской партии, да? Потом вот начал борьбу с оппортунистами. Кстати, с меньшевиками будем бороться чуть не до 17-го года. Нет, окончательно там будем то объединяться, то разъединяться с ними. А знаете почему? Потому что рабочие почему-то требовали, что вот давайте... Меньшевики же фактически повели дело на раскол, да? Свою партию решили там создать, большевики свою партию. Ну, народные массы требовали, партийные массы требовали, что надо объединить. Что, особенно в период революции, допустим, как можно разъединенными так вот, да, надо кулаком объединенного бить по самодержавию. Поэтому требовали объединения. Вот, кстати, первый объединительный съезд будет четвертый объединительный в 1905 году, в разгар революции. Потом опять разъединение, потом опять объединение будет. И так до 12 года. В 12 году в Праге будет Пражская конференция, и там окончательно меньшевиков выгонят из рядов РСДРП, ну уж не знаю, они там по-прежнему себя, может, называли, так? А партия большевиков и тогда, наверное, прибавила, что РСДРП-Б, партия большевиков. Так, теперь, значит, и вот это вот имейте в виду, что у нас борьба с оппортунизмом, она длилась очень долго, с меньшевиками. Сначала это были, мы там тоже говорили, сначала, когда Ленин создавал партию, это были легальные марксисты, это были экономисты, да, которые вот пытались рабочий класс увести от политической борьбы. Но Ленин говорил, нет, рабочий класс должен бороться за политические цели, не только за экономические. Так, от них их разоблачили, экономистов, легальных марксистов и так далее. Но вот появились вот эти вот меньшевики. Сначала рабочие не совсем понимали,
Ну, какая разница, говорили. Ну, эти меньшевики, вы большевики, ну, одна партия-то. И вот они поэтому, я говорю, периодически, видимо, требовали о объединении. И Ленин говорил, что вот время покажет, опыт покажет, кто такие меньшевики на деле. Ну и в конце концов оно так и вышло. Да? Теперь коротко, значит, по Первой русской революции. Первая русская революция, вот я говорю, она назревала, начиная там чуть не с конца 19 века, там, ну, в начале 20-го точно. И чтобы как-то избавиться от революции, ну, уже начались забастовки, рост забастовок, так, стачек, рост крестьянских волнений. Царизм пошел даже на первую империалистическую войну с нашей стороны, да? Это русско-японская война 1904-1905 годов. А цель-то какая была? Вот предложил эту войну, да? Ну, с одной стороны, западные державы, там из-за чего вообще вот русско-японская война? Там все возникло из-за территории Китая, Кореи. Кто будет контролировать эти территории? Китай ослабленный, Корея слабенькая, да? Сначала Россия захватила Маньчжурию, так, взяла в аренду Леодунский полуостров, построила две базы, Порт-Артур, военно-морскую базу, Порт Дальний, да? То есть в какой-то мере это на Корейском полуострове находится, да? Ну, Леодунский он там где-то, или Китай, ну, одним словом, и часть Кореи тоже была под влиянием России. Вот это не нравилось Японии и не нравилось Соединенным Штатам и Англии. И они фактически подготовили Японию, они ее наускивали, давайте нападайте, что это Россия там распоряжается, да? Надо ее вытеснить с этих территорий. Боролись за чужую территорию, это же китайская территория, даже не российская. Да? Вот. Но Россия пользовалась тем, что Китай ослаб, и вот, значит, взяла на какое-то время под свой контроль. А Япония, ну и вот они подготовили Японию. Япония сама уже встала на путь капитализма, быстро довольно развивалась с помощью западного опыта. И плюс еще вот эти державы ей помогли перевооружить армию и флот. У них флот был лучше нашего, более современный. Крейсера в 2 раза быстрее бегали. Вот. Пушки там стреляли дальше, пулеметы были там, что-то и так далее. То есть у них более подготовлены. А царская Россия, ну, кстати, эту войну с Японией предложил министр внутренних дел Плеве, был такой, потом убит был эсерами. Да? Вот он говорил, что нам нужна маленькая победоносная война, и тогда мы революцию отодвинем от царизма, да? Но эту войну Россия проиграла. Ну, в значительной мере из-за того, что переоценили свои силы, считали, ну что это Япония, какая-то неизвестная маленькая страна там, да мы ее задавим. А кто-то сказал, это вот там появилось выражение, что мы шапками закидаем Японию. Ну, закидали, называется, да? Вот. И, значит, там и Порт-Артур, он 4 месяца героически сопротивлялся. Ну, погиб его командир, командующий Порт-Артуром, генерал Кондратенко, а его заместитель Стесель, ну, немец, видимо, или кто, на службе. Он там прикинул что-то, что у нас меньше, японцев больше, и приказал, поднимайте белый флаг, и сдались. Могли еще сопротивляться какое-то время. Вот. Порт-Артур сдали, на суше проиграли 3 сражения. Ну, не проиграли, вообще-то сражения были такие, можно сказать, ничьи, но наша армия все время отступала после этих сражений. Особенно под Мукденом. Ну, под Мукденом, может быть, и проиграла даже. Там японские войска имели, вот я говорю, более лучшее оснащение там. И снабжение у них было лучше. А у нас не было железной дороги. И представляете, на Дальний Восток возить на телегах, вот, кормить армию. Вот опять, как всегда, у нас тыл подвел, недостаточно был. Да? С другой стороны, надо иметь в виду, что это была империалистическая война, народ ее не понимал и не любил, ну, можно сказать, плохо относился к этой войне. Не хотели идти там и прочее, да. А большевики и, говорят, ряд других партий, значит, они выступали за поражение самодержавия в этой войне. Поражение приведет к ослаблению самодержавия, его можно будет свергнуть. Хотя сейчас обвиняют большевиков, что вот они антипатриоты, тогда выступали, значит, за поражение в войне с Японией, потом выступали, значит, за превращение империалистической войны Первой мировой в гражданскую войну, то есть они вот не патриоты типа того. Но на самом деле Ленин и партия выступали с позиции победы революции, с победы свержения этого строя самодержавного.
Наш флот проиграл, там, первая Тихоокеанская эскадра вообще что-то очень слабо действовала, вторая приплыла, вообще была разгромлена. Одним словом, значит, русско-японская война оказалась проигранной, и это, и, вот, как кто-то сказал из приближенных царя, что это, вот тот же этот, Витте, его, один из наших реформаторов царских, да, вот он сказал, что вместо того, чтобы отодвинуть революцию, война приблизила еще, ускорила эту революцию. И действительно, революция началась с чего? Революция началась 9 января 1905 года с расстрела демонстрации рабочих в Петербурге тогда. А там, значит, что случилось? Там вот некто священник Гапон, ну, говорят, агент охранки, с одной стороны, там, в общем, темная какая-то фигура, он создал свои организации на ряде заводов, такие религиозно-патриотические, что ли. И народ все-таки даже в Петербурге, ну, много же пришло с деревни, там, они еще верили царю. И вот он говорил, надо составить петиции, обращения, жалобы к царю, и с этими петициями пойти к царю. Вот. И царь примет, вот, поймет, какое положение, окажет помощь и так далее. Народ поверил, вышло 200 тысяч, по-моему. И пошли со знаменами, с портретами царя, там, с хоругвями всякими. Пошли к Зимнему дворцу, наверное, вы видели, слышали, да? А там, значит, выстроилась одна или две роты солдат, ну, это человек 100-200. И когда они вышли на эту Дворцовую площадь, была команда, и они прямо начали сразу, без предупреждения, по-моему, сразу по толпе начали стрелять. В общем, и вот это вот кровавое воскресенье, оно же не только на Дворцовой площади, да, был расстрел, но по всему городу полицейские казаки рубили шашками там и так далее, значит, стреляли рабочих. Ну, это, конечно, вызвало гнев, и в Петербурге сразу баррикады появились, и в других городах, по всей стране началось вот это вот. 9 января считается начало революции. Вот весь 905 год идет нарастание забастовочного движения, нарастание, как говорится, сопротивления, вплоть до вооруженного и так далее. А вот в период революции Ленин провел 3 съезда, можно сказать, Ленин, значит, организовал 3 съезда. 3-й съезд, 4-й съезд, объединительный и 5-й. 3-й съезд был весной, в апреле 1905 года, революция только развивается, начинает, развитие идет, да. И вот надо было принять меры, тактику выработать там и так далее, да, на 3-м съезде. И там, кстати, вот на 3-м съезде, да, получилось так, что большевики собрались в Лондоне, а меньшевики, которых тоже приглашали на съезд, они отдельно собрали в Женеве свою конференцию. Ну, их там мало приехало, а у большевиков-то больше приехало. Кстати, вот на этом 3-м съезде, наконец, я говорю, поменяли этот первый параграф устава, там еще что-то, в общем, да. И самое главное, на 3-м съезде выработали программу и тактику первой русской революции. Что делать? Вот, кстати, я вот смотрите, я почитал, вот, уже Ленин тогда молодой, да, 905 год, ему 35 лет всего, да. Вот. Партия еще молодая. И они принимают уже решения, которые потом фактически в 17 году повторят. То есть речь шла о подготовке вооруженного восстания. Это главное было, между прочим, пункт программы. Вот революция 1905 года должна была завершиться вооруженным восстанием, свержением самодержавия. Да? Дальше, значит, хотя это буржуазно-демократическая революция, да, но во главе ее, считал Ленин, должен идти рабочий класс и крестьянство, революционное крестьянство. А буржуазия, она у нас, мало того, что слабая была политически, она еще подыгрывала царизму, она выступала, в конце концов, у них были какие-то оппозиции там, да, к царю, но потом по ходу революции она перейдет на сторону царя полностью. Поэтому это была буржуазная революция без буржуазии. Вот главную роль должен был сыграть рабочий класс и крестьянство. Да? Дальше, если бы произошло свержение самодержавия, возникло бы временное революционно-демократическое правительство. Но Ленин все равно считал, что вот даже, что, он говорил так, в какой-то мере это буржуазная революция, в какой-то мере это пролетарская революция, потому что во главе идет пролетариат. Но возникает, все равно это буржуазная все-таки революция по своим результатам, да, потому что главная цель, как ставили, это свержение самодержавия,
и ликвидация вот этих крепостнических всяких отношений. То есть всю помещичью землю, да, вообще-то там в программе у них было сказано не только помещичью, а вот всю помещичьи, государственные, царские, монастырские и другие земли все национализировать и конфисковать и вот помещичьи земли передать крестьянам. Там у них так, значит, у Ленина, значит, было, подождите, вот аграрный вопрос очень сложный такой, да? Значит, они в первой революции, да, ставили вопрос вплоть до национализации, но сначала конфискация. Сначала конфискация, передача крестьянам, ну, в конечном итоге потом национализация всех земель, так? Вот. А меньшевики, в общем-то, стояли за то, чтобы разделить все и превратить крестьян в частников, в собственников. Вот. Теперь... значит, Ленин тогда еще не было, вот в 17 году, помните, в 17 году там уже с самого начала пытались создать образцовое хозяйство, даже коммуны, совхозы, там, колхозы, да, вот, чтобы показать крестьянам. Но там до 17 года дойдем. Теперь, и вот в это правительство должны были войти представители рабочего класса и крестьянства, вот это вот временное революционно-демократическое правительство. Ну, буржуазия, может быть, тоже войдет, если она там. Но в основном вот Ленин говорил. И потом, смотрите-ка, оказывается, он в какой-то мере, может, я говорю, от марксовых идей отталкивался. Ну, это считается ленинская такая интерпретация, да? Что от этого этапа, не задерживаясь, надо сразу переходить к социалистической революции. Потому что, мол, уже мировой капитализм в целом созрел, да и в России уже достаточно хорошо было развито, относительно была развита промышленность, промышленный пролетариат, да, и что он даже вот в 1905 году уже ставил задачу, если получится, сразу переходить к социалистическому этапу. Потом это повторится в 1917 году же. Там опять будут против голоса. А тут тем более меньшевики сказали, да вы что, с ума сошли? Если победить буржуазную революцию, это будет длительный этап там, пока до социалистического дела дойдем. Кстати, в 17 году они тоже говорили, вы что делаете? Россия еще не созрела для социалистической революции. Вот февральская произошла, все, на этом надо остановиться. А Ленин довел до Октябрьской идеи. Оказывается, все эти идеи уже тогда апробировались. Вот тогда уже ставились задачи такие. Да? А буржуазию, он говорил, надо нейтрализовать, потому что она, с одной стороны, вроде бы за какие-то свои права и так далее, а в конечном итоге она колеблется все время и переходит на сторону царизма. И еще что там, да? И, кстати, вот тоже, я тоже удивился, уже в Первой революции большевики, хотя это молодая партия, еще очень незначительная была по количеству, да? Но уже ставили задачу создавать, раз вооруженное восстание, создавать боевые группы, боевые организации во всех комитетах, да? И мало того, вести работу в войсках и на флоте, с тем, чтобы привлечь войска на свою сторону. Уже в Первой революции. Не зря же там броненосец Потемкин, и было ряд выступлений моряков на Балтийском море, да, и ряд гарнизонов восставал. С помощью солдат, между прочим, да, с помощью солдат, вот в период этой революции, в Красноярске и в Чите были созданы чуть не республики временно. Читинская республика и там Красноярская, что ли, с помощью солдат. Солдат привлекли на свою сторону. И вот взяли власть, это же отдельные города, и вот такие очаги были. Смотрите, и потом революция, значит, она началась с кровавого воскресенья, и потом вот шло нарастание, так, там такой очень важный институт появился, как Советы. Советы возникли, говорят, в нескольких местах, но вот в частности в Иваново-Вознесенске, так, там ивановские ткачи, стачку объявили, довольно длительная, месяц, что ли, с лишним, бастовали. И они создали совет уполномоченных, рабочих уполномоченных, да, во главе Фрунзе и Афанасьев, такой передовой рабочий был, и ряд других там. И вот они по примеру ивановских ткачей, вот эта форма совета пошла по всей стране. И потом Ленин говорил, да, это такая исторически выстроенная форма, что ли, и потом она станет, да, Ленин говорил, что она потом станет не просто формой руководства стачками там, и так далее, она станет формой нового государства.
советы. Так, теперь, ну вот когда нарастала революция, да, настала революция, стачки нарастали, да, уже в июне 1905 года произошло восстание на броненосце Потемкин, это вообще, как говорится, да, впервые в истории страны в армии подняли красный флаг. Ну, есть знаменитый фильм, да, Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», да, вот. Такой немой фильм, но он, говорят, чуть не фильм на все времена, очень хорошо снят был. Моряки во главе с большевиками, там два большевика было, Матюшенко и Валюжане, что ли, так, в общем, они арестовали офицеров, вот, где-то их заперли там, подняли красный флаг и приплыли в Одессу. Вот в Одессу можно было... В Одессе, говорят, там сплоховал этот местный комитет большевиков. Там, говорят, волновались рабочие, солдаты. И они могли этих солдат привлечь на свою сторону. Ну, они как-то опоздали, и эти части сумели блокировать там и куда-то вывести из города. Да? Потом Ленин отправил такого известного, значит, одного из известных большевиков туда, чтобы он успел на этот корабль, и чтобы корабль высадил солдат и захватили власть в Одессе, что ли, вот в этом духе. Да? Но когда он приехал, вот, корабль уже уплыл. Ну, корабль, что-то он, да, там они про власть в Одессе что-то не сумели договориться, что ли, или пополнили свои запасы, поплыли. Против них целая эскадра же выслали, царская власть. Целая эскадра, это 30 кораблей примерно, да. Вот они встали вот так вот, в два ряда. Тут 15 кораблей, тут 15. Между ними плывет броненосец Потемкин. Они должны были стрелять по нему, по идее. И никто не стрелял. Значит, они это самое. Но они не то, что поднимали там красные флаги, а матросы все махали бескозырками, там хлопали и так далее. В общем, никто не выстрелил, корабль прошел и, значит, плавал какое-то время, запасы кончились, ушел в Румынию. Там его интернировали, часть арестовали, отправили в Россию, часть, видимо, где-то сумели сбежать, что ли, или как-то избежали этого ареста. Ну, это вот была такая. Так что вот такие были формы. И, знаете, там вот уже на этом съезде, по-моему, на третьем, было сказано таким образом, что дело надо вести к массовой политической стачке, и от этой массовой политической стачки переходить к вооруженному восстанию. Ну, фактически так и произойдет. И вот стачки будут нарастать, и к осени... Кстати, вот важную роль играла Москва, не Питер даже. В Питере там что-то прижали революционеров, с одной стороны, а с другой стороны, там, говорят, был в комитете Троцкий был, Троцкий и еще один большевик, которые, вот смотрите, в Москве подняли восстание же вооруженное, а они не поддержали. Значит, Москва, во-первых, в сентябре сначала стачки подняли, довольно такая общая городская, а второй раз в октябре. И вот октябрьская стачка, да? Октябрьская стачка будет подхвачена по всей стране, и европейская часть фактически будет парализована. Многие города перестанут работать, значит, ни почта, ни железные дороги, ни магазины, ни заводы, ничего не работает. И вот эта вот всеобщая октябрьская стачка 1905 года, вот она вынудила царя, царь-то перепугался, но ничего не работает, никто не подчиняется, да, брожение кругом. Вот. И он пошел, вот Витт ему сказал, если... Царь ведь он консерватором был, Николай II-то, он ни за что не хотел идти, ни на какие уступки. Особенно самодержавие не хотел совершенно отказываться от самодержавия. Витт ему сказал, или вы подписываете манифест, он манифест сам написал, Витте, так? Там политические свободы какие-то объявляли, ну не какие-то, а вот свобода слова, свобода собраний, печати там и так далее, да, вот. И там объявлялось в этом манифесте, что будет создана законодательная дума, а до этого в августе, да, значит, была такая попытка, тоже манифест был, наверное, да, о том, что создается дума, но с совещательным голосом, как совещательный орган. Короче, большевики ее подняли, ну, они подняли агитацию за бойкот, эту Булыгинскую, Булыгин был министр внутренних дел тогда, что ли,
вот он предложил эту Думу, ее заблокировали. Так? А вот вторая, вот манифест, когда вышел в октябре, 17 октября 1905 года, так, все имущие классы, помещики, буржуазия, там, чиновники и так далее, да, все заорали, захлопали, ура, мы победили. Мол, Государственная Дума уже объявлялась как законодательный орган. Да? Вот. И вот Виттель сказал царю, или мы подписываем этот манифест, вы подписываете, или завтра нас сметут. И царю ничего не осталось, он подписал, и тем самым вот определенная часть, в том числе меньшевики и другие оппортунистические партии, они в какой-то мере поддержали, что вот, да, все хорошо. Вот. Теперь будет Дума, теперь можно на парламентском уровне бороться. Да? А, кстати, действительно, после того, как большевики выступили за не то что бойкот, а разъясняли, что это все маневры царя, да, что он пытается остановить. Надо доводить дело до конца, самодержавие свергать, устанавливать демократическую республику. Поэтому они предлагали не останавливаться, и вот в Москве дело дойдет до вооруженного восстания. В Москве еще в ряде городов будет, ну как-то разрозненно, да. И вот Москва, ну там тоже не очень удачно. Во-первых, там, да, все какие-то лояльные части были выведены, и хотя этих москвичей поднялось довольно много, они там на первых порах на баррикадах или где они там даже царскую власть там одерживали победу, может быть. Царь испугался и прислал целый Семеновский полк из Петербурга, так, с пушками и так далее. Ну вот 1000 баррикад было построено в Москве. Представляете, там за несколько дней. Вот всего 9 дней было вооруженное восстание. 10 декабря началось, 19 объявили об окончании, потому что началось уже избиение. Там уже пушки приехали, а против пушек, конечно, знаете, против пушек баррикады уже не могут устоять. Но тем не менее, вот во время этого вооруженного восстания, вот там впервые применяли вот эту городскую тактику, да? Знаете, потом в Сталинграде были вот всякие маленькие группы, которые по домам бегают, по крышам, обстреливают и уходят, да? В общем, вот такие вот мобильные группы были созданы. Но в конечном итоге дольше всех сопротивлялась Пресня, Красная Пресня, да? Вот. В конце концов, восстание было подавлено. Вот. И с этого времени, считается, революция пойдет на спад. Это декабрь 1905 года. Ну вот я говорю, революция тем не менее как бы не прекратила свое действие, но в апреле 1906 года будет избрана Первая Дума. Кстати, большевики ее бойкотировали, да? Вот. Считая, что это придаток царя там, и так далее. Ну там главную роль получили кадеты, какую-то роль получили трудовики, выходцы из крестьян, там, да? Эсеры там, ну и так далее. И вот это без большевиков. Эта Дума начала шум в основном вокруг аграрного вопроса. Так? Начала поднимать вопрос о помещичьей земле, о отмене крепостных, вот этих выкупных платежей, об отрезках и так далее. И их поддержали вот этих трудовиков, это крестьянская группа такая, их поддержали кадеты там даже и так далее. И царь посчитал, что это Красная Дума, взял и разогнал ее. Разогнал. Так? Вот. Будет в 1906 году объявлены новые выборы, и там большевики участвовали. Там фракция появится. Потому что Ленин сказал, что мы зря бойкотировали, кажется, Первую Думу. Потому что, он еще считал, видимо, Ленин, что революция еще не завершена. Потерпела Москва поражение. Может быть, еще где-то, да? Но уже видно было, что революция пошла на спад. И вот во Второй Думе участвовали, использовали трибуну, чтобы свои идеи проводить, зачищать, прежде всего, крестьян, конечно, там, и не только, и рабочих. Эту Думу царь тоже разгонит в 1907 году, 3 июня. Хотя он не имел права, там был закон, что Дума не может быть распущена без решения самой Думы. А вот как раз к власти придет Столыпин, как председатель Совета Министров, и вот через него царь сказал, разгоняй эту Думу, она тоже красная, так, вот, и вводим новый закон о выборах. Это был, считается, это государственный переворот. Государственный переворот, так, вот. И вот после разгона Второй Думы и выборов Третьей, считается, что революция потерпела поражение. Вы знаете, вот
В 905 году в основном рабочие очень здорово выступали в европейской части, ну, отчасти в Сибири и на Дальнем Востоке, да. А вот 906-907 год, там в основном крестьяне поднялись. Ну, они чуть с опозданием, как всегда, да. Ну, пока до них дошло, пока, значит, они поняли, что их там дурят с этими думами и прочее. В общем, вот нарастание шло в 906 и в 907, ну, их там тоже подавили, царские войска. Одним словом, Первая русская революция потерпела поражение. Ну, конечно, Ленин, тем не менее, сделал, мы долго, да, сейчас заканчиваю. Ленин сделал вывод, что без генеральной репетиции вот этого 905-907 годов мы бы не одержали победу в феврале и в октябре 17 года. То есть очень большой опыт получили. Вот за один год даже, 905, рабочая масса, он сказал, продвинулись вперед на много лет вперед, нежели если бы они жили там в простой будничной жизни. Да? Вот. И вот объединительный съезд теперь, да? Да, и что еще про революцию? Ну, что вот это вот опыт революции, кстати, он имел значение не только для нашей страны, но и международное значение. Первую русскую революцию поддержали в Европе, на всех континентах, да? Везде поднялись, значит, где-то, вот, например, в Иране, в Китае и Индии, по-моему, нет, победили буржуазные революции даже в этот период, да? Где-то поднялось национально-освободительное движение, в Индии, это как раз Индия, Индонезия, национально-освободительное движение, да? Вот. В Мексике революция, там Бразилия, Аргентина и другие латинские страны тоже там идет борьба. Значит, все, я говорю, даже вот эти вот реформистские партии западные, они и то в период революции принимали лозунги и так далее в поддержку российского рабочего класса. Ну, потому что Ленин, знаете, что говорил вот про первую революцию? Если бы мы свергли самодержавие, а царский режим, царское наше самодержавие, оно же, помните, с победой над Наполеоном получило, при Николае особенно, прозвище «Жандарм Европы». То есть вот этот царский режим, его осуждал Маркс и Энгельс, там, он очень долго тяготел над всеми европейскими странами, угрожая всем революциям. Вот, это такое было гнездо, как говорится, контрреволюции в лице русского царя там, и так далее. Поэтому, если бы свергли, мол, самодержавие, вздохнули бы, Ленин вообще говорил, что вздохнули бы рабочие классы, народы не только Европы, но и всего мира. Вот представляете, даже в то время довольно отсталый царский режим, и тот какую роль играл для развития революционных выступлений по всему миру. Так, четвертый съезд объединительный, он считается, вот меньшевики и большевики объединятся, произойдет в 906 году, в апреле месяце, в Стокгольме, это в Швеции, тоже в апреле. Так? Вот все съезды как-то действительно вот так вот у нас, вот эти вот три, проходили весной. Этот объединительный съезд, знаете, он шел в 906 году, когда еще большинство этих большевистские комитеты участвовали еще в забастовочном движении, многие не приехали. И меньшевики имели подавляющее, ну не подавляющее, но серьезное большинство имели, да, преимущество на этом съезде. Поэтому съезд, да, вроде объединительный пройдет, но решения будут приняты многие в духе меньшевиков. И ЦК будет выбран большей частью из меньшевиков. Вот. Потому что представителей большевиков было меньше, они все были на баррикадах, а эти приехали. Ну и потом, тем не менее, они опять, меньшевики, поведут дело к оппортунизму, и Ленину придется опять бороться за то, чтобы большевизм выделить все-таки, да, как-то его держать более самостоятельно и так далее, да. Вот. И потом произойдет еще пятый съезд в 907 году. А вот на пятом съезде там большинство будет... Нет, там будет равенство делегатов от меньшевиков и большевиков. Он будет в Лондоне опять в 907 году, в апреле-мае 907 года. Там будет равенство вроде бы делегатов от меньшевиков и большевиков, но там приедут очень многие делегации. А, кстати, смотрите-ка, вот немножко назад возвращаясь, как четвертый объединительный съезд, туда еще в это время, он какую еще роль важную имел, да? Почему объединительный называется еще? Потому что помимо меньшевиков, большевиков, которые опять собрались вроде вместе, да, многие эти национальные партии в это время, прибалтийские, там,
Ну, украинскую не приняли, считали, что она очень оппортунистская, так? Кавказские какие-то там, да, и так далее. Вот эти партии, польская, финляндская, финская, их социал-демократические, их приняли в единую российскую социал-демократическую партию. На пятом съезде, вот о котором сейчас я говорю, да, на пятом съезде все-таки, хотя равенство вроде было большевиков-меньшевиков, но большевиков, их резолюции, их значит, идеи поддержали большинство съезда. А там приехали с других партий разных, вот, национальных, да, они поддержали большевиков. И вот пятый съезд, он пройдет уже под руководством большевиков. И опять, значит, меньшевики там, ну, они будут гнуть свою линию, я говорю, вот с ними очень долгая такая борьба. Вот. Их то привлекают, то опять, как говорится, от них отказываются, то опять их там привлекают. Ну, Ленин, я говорю, шел на определенный, он шел навстречу интересам рабочих. Рабочие говорили, даже члены партии говорили, надо объединяться, потому что вот революция идет, надо вместе ударять, вместе биться. Так? Но меньшевики гнули свою линию в конечном итоге. Правда, многие вот рядовые члены меньшевиков из рабочих, они там были просто опутаны, да, неверными идеями, так? Им раскрывали глаза, и они переходили потом от меньшевиков к большевикам. Вот таким образом. Но надо вот просто общий вывод какой, что вот в этот период, 1905-1907 году, да, партия очень, да, она, кстати, выросла не только организационно, окрепла там, да, и идейно, но она выросла численно. Потому что, говорят, в начале революции о большевиках знал, мало кто знал вообще, кто такие большевики. А вот к концу революции большевиков знало большинство населения страны, что есть такие большевики. И Ленин, кстати, которого тоже мало знали в начале революции. Кто такой Ленин? Да? А к концу революции уже очень многие знали, что Ленин это лидер партии большевиков. И это, как говорится, очень твердый человек, вот, и большой теоретик, да? Вот. И, ну, вот, подводя итоги, нужно сказать, что, конечно, вот эти годы, они дали очень большое развитие в целом и стране, и партии. Так? И Ленин не зря говорил, что это генеральная репетиция перед февральской и октябрьской революцией 17 года. Ну, потом наступит эпоха гонений, да, эпоха, как говорится, когда подполье опять, вернее, партию опять в подполье загонят, об этом будем в следующий раз, да, говорить. И потом начнется новый революционный подъем перед Первой мировой войной. Вот там, говорят, эта революция 17 года могла произойти раньше, если бы не Первая мировая война. Она прервала на какое-то время, но потом она, в свою очередь, способствовала успеху партии большевиков, потому что революционные солдаты и матросы большую роль сыграют в 17 году. Так, на этом сегодня заканчиваем. Да, и еще, знаете что? Вот еще одну работу напомню. Значит, шаг вперед, два шага назад, это Ленин писал в 1904 году, разоблачая меньшевиков. Так? И в этой работе он фактически, ну, как бы, свое учение о партии, марксистской партии, он там развивает. Так? А в 1905 году, вот когда революция началась, и там 4-й объединительный съезд прошел, да, вот, он написал книгу, работу «Две тактики социал-демократов в демократической революции». Но он говорил как раз о том, что большевики стоят за массовую политическую стачку, за вооруженное восстание, за победу, значит, этой революции и создание временного революционного правительства, и затем перманентное развитие буржуазной революции в социалистическую, а меньшевики стояли совершенно на других позициях. Они говорили, что это буржуазная революция, главную роль должна играть буржуазия, рабочий класс должен помогать ей прийти к власти. Потом она придет к власти, и мы будем долго жить при капитализме. Да? И только потом, когда созреет рабочий класс, вот, когда он станет большинством. Кстати, они, знаете, от чего отталкивались? Они в 17 году будут отталкиваться. Ну, вроде бы как от Маркса и Энгельса, да? Маркс и Энгельс говорили, что в свое время, что революции произойдут в наиболее развитых странах. Это Англия, Франция, Германия, там, допустим, да? Одновременно. Так? Почему в этих странах? Они говорили, потому что в этих странах рабочий класс уже чуть не при них составлял большинство населения. То есть там много было рабочих, там много было этого. Ну, это была совсем другая эпоха. Вот Ленин, кстати, я тут забыл. Да, вот он же все это уже в новую эпоху
все эти инновации Ленин вносил в новую эпоху империализма и, как говорится, совершенно новых революционных условий. И вот, эти оставались, меньшевики, на старых позициях. Они говорили, так у нас же рабочий класс там 17 миллионов, а в стране 170 миллионов. Так это 10-я часть рабочих. Вот когда мы большинство будем, вот тогда мы поднимем знамя борьбы за революцию. А Ленин пойдет вперед. Ага. Все, на этом спасибо.